Добрый вечер, уважаемые кыргызстанцы. Спортивный канал КТРК Спорт продолжает вещание передачи «Арена». Я ее ведущий Алмаз Раимжанов. Я вас приветствую. У нас сегодня в гостях чемпион Кыргызстана по боям без правил, мастер спорта по ММА Абдулгаджи Гадзиев. Здравствуй, Абдулгаджи. Ну и также мы в присутствии прекрасной, красивой девушки Шахризы Халиловой, трехкратная чемпионка мира по тайскому боксу. Здравствуйте, как приехали, как ваше настроение, как Новый год отметили? Неплохо. В принципе, особо не отмечаем Новый год, поэтому, как-то так, на спортивном режиме. Доехали хорошо. Не Спасибо. отмечаете Новый год? Это жесткие рамки правил для спортсменов или Ну, в принципе не отмечаешь? Когда ты режимный человек, тебе, в принципе-то, не до этого, учитывая то, что у тебя питание по режиму, тренировочный режим нарушать нельзя, сон по режиму, поэтому, как обычный день. Кстати, очень хорошая тема, мы обязательно пообсуждаем спортивный режим. Ну а ты, Абдулгаджи, была ли возможность отдохнуть, встретить Новый год с семьей? Все-таки семейный праздник. Или неужели у профессиональных спортсменов все настолько строго, что приходится вот все, как у солдата, все по графику делать? Да, я тоже не отмечал. И, можно сказать, провел в одиночестве. Серьезно? Да. В спортивном зале, боксерская груша, ты и вот вдвоем отметили так Новый год. Можно сказать, рядом с спортивным залом. Ясно, ясно. Ну, самое главное, это одно из самых главных задач спортсменов, особенно учитывая то, что вы действующие спортсмены. Режим это действительно, возможно, неприятно, но немаловажно. У нас сегодня, это, наверное, больше нашим телезрителям, те, кто сегодня смотрит за нашей трансляцией, смотрите внимательно и смотрите до конца нашу передачу. Почему? Потому что сегодня у нас есть интерактив, игра в прямом эфире. Мы будем разыгрывать замечательные вот такие призы от нашего спонсора канала КТРК Спорт. Какие призы? Сейчас я вам прям зачитаю. Белковый батончик, что немаловажно тоже для спортсменов. Мы с вами, кстати, тоже пообсуждаем правильное, так скажем, спортивное питание. Ну и шейкер, я вроде как правильно, да, называю, в народе это так у нас называют, и профессиональное название тоже шейкер. У вас есть прекрасная возможность выиграть сегодня в прямом эфире. Для этого вам нужно набрать телефон 65 66 02. Это номер нашей студии. Звоните и даете правильный ответ. На какой вопрос? Значит, на наших экранах, сейчас наши режиссеры вам обязательно покажут. Обратите внимание, маленький мальчик, тоже спортсмен, дам сразу подсказку. И вам нужно угадать, кто это у нас такой. Экрандан белгилүү спортчуну кичинекей кезиндеги сүрөтүн көрсөттүк. Ал эми сиз анын ким экенин табышыңыз керек. Туура жоопту билсеңиз 65-66-02 номерине туура жообуңузду айтсаңыздар болот. Я думаю, что всем понятно. Так что, уважаемые, телефон на ваших экранах. Звоните, не стесняйтесь. В прямом эфире онлайн мы разыграем эти призы. Ну и, к слову, о спортивном питании, да? Вы, так скажем, каждый из вас представляет разный вид спорта, да? Тайский бокс, да, тайский бокс. Халила у нас, как мы с тобой до этого обсуждали, то у нас вообще универсальная. Сейчас мы постараемся максимально каждому из этих видов спорта, да, отдельное внимание, так скажем, уделить. Ну и Абдулгаджи, вот если не секрет, сейчас применяются всякие вот витамины, вот такие вот белковые продукты, вас заставляет их употреблять? Их нас не заставляют, их надо пить. Без них тренировки, когда делаешь усиление каждый день, утром, вечером подготовку, твой организм буквально не вынесет этого нагрузки. Без них у вас ничего не получится. Нужно БЦА, там еще надо много чего. Есть сотни, можно сказать, лекарств, которые нужно пить. И без них... Мы сейчас говорим о спортивном питании, Да. а вот ты сейчас сказал лекарства, то есть Да. лекарства вы Есть тоже принимаете? Есть аптечные лекарства, есть спортивные лекарства. Когда внедряешься в этот большой спорт, там подключаются, можно сказать, всякие медикаменты, чтобы... Фарма, да, так скажем. да. Хорошо, а вот у меня такой вопрос. Учитывая то, что вы профессионалы, серьезный спорт, мы сейчас становимся свидетелями большой проблемы.
особенно спортсмены. Это касается не только вас, мы этот момент в передаче «Арена» уже со спортсменами обсуждали, говорили, и хочется тоже ваше мнение по поводу этого узнать, и как вы этого остерегаетесь. Допинг. Разного вида существует сейчас допинг, и даже наши кыргызстанские спортсмены с этой проблемой сталкиваются. Вот насчет этого, допустим, употребляя фарму, ты не боишься, что где-то среди них может оказаться вещество, которое не совсем, так скажем, нужно тебе? Каждое лекарство, которое я употребляю, можно сказать, я проверяю, если ли там запрещенный препарат. Я беру лекарства через спортивных врачей, которые это уже знают, например, многие спортсмены, даже бойцы, я про других не буду разговаривать, в моем стихе буду говорить, бойцы, которые мои друзья, они делают мелдронат. Я лично раньше делал, но сейчас не делаю, потому что он уже запрещенный, как он допинг идет. И если, можно сказать так, если в жизни повезет большой спорт, если, например, пойду, где, как бы сказать, есть контроль ЮСАДА, там уже тебя не допустят в эту организацию. Ты прошел весь этот путь, и за какую-то капсулу ты потерял все, можно сказать. За это, но лучше проверять и тогда делать это. Ну, как проверяют спортсменов, мы это уже поняли, то есть это происходит в любое время, пришли после соревнований, раз, проверили, все, нашли, допустим, там мельдони, неважно, да, пусть это будет любой допинг, все, там не допускается. Ну, будем надеяться, что с такой проблемой наши спортсмены не будут сталкиваться. Напоминаю еще раз нашим телезрителям, также вы правильный ответ можете отправлять в Инстаграм на официальную страницу КТРК Спорт, подключаемся, так что через социальные сети тоже есть реальная возможность выиграть. Так, давайте даже, знаете, я, конечно, извиняюсь, что забыл про этот момент. Те, кто правильно ответит у нас сегодня по телефону, они у нас выигрывают протеиновый батончик. А те, кто правильно дадут свой ответ в Инстаграм, они у нас заберут этот прекрасный шейкер и тоже будут его, так скажем, применять по назначению. О допинге мы поговорили, обо всех этих вещах. Сейчас у нас есть видеоролик, который посвящен нашей сегодняшней красавице Шахризе Халиловой. Шахриза, ты очень хотела посмотреть сама на этот видеоролик, да, но и благодаря нашим режиссерам у нас будет такая возможность. Внимание на экран. Вот такое потрясающее видео. Трехкратная чемпионка мира по тайскому боксу Шахриза Халилова. Шахриза, вот честно, если бы я тебя встретил на улице, ну ты такая хрупенькая, на первый взгляд, ну я-то вообще чайник, не разбираюсь, так скажем, в общем про вот спортсменов, но по твоей фактуре, ну не скажешь, что ты вот прям представляешь такой грозный вид спорта, да еще являешься чемпионкой мира, да причем еще и неоднократной. Как так получилось, что такую хрупкую девушку занесло? Да, в этот ринг? Ну-ка расскажи нам вкратце. Ну вкратце, начиналось на самом деле все со спортивно-бальных танцев, с восточных спортивно-бальных. Прям как у Ван Дамма. Да, но не до такой степени, как бы меня еще не занесло в кинематограф, ну кто знает, все еще впереди. А на самом деле... И
спортивно-бальные танцы — это все-таки парный танец. И мне всегда было как-то некомфортно, знаете. Чего-то не хватало, что ли, либо партнеры были слабые. Ну вот какой-то экшен был все-таки необходимый. Потом наступил переходный возраст, когда уже формирование характера, там, определенные условия, в которых ты растешь как цветочек, сыграли роль. Но я поняла, что все-таки ударно-прикладные — это мое. И понесло. И после этого ты уже начала заниматься... Ну, не непосредственно тайским боксом на самом деле. Начинала я с карате, оттуда меня выгнали. А далее Выгнали из карате? Да. За плохое поведение? Нет, за хорошее. Просто я не знала о том, что не хочу, не в обиду Что не надо сказано, добивать соперника, да, лежачего? Не в обиду будет сказано данному виду спорта. Просто я не знала, что есть разветвление карате и так далее, что есть виды, в которых нельзя бить человека и так далее и тому подобное. Поэтому я устроила полноконтактный спарринг. Мне сказали спарринг, я подумала, ну, как в фильмах, как у Ван Дамма, надо бить. Ну, в общем, за эту вещь мне и выгнали. Но в итоге ты об этом, наверное, не жалеешь, ведь, как говорится, поменяла вид спорта, и у тебя уже Я пошло... думаю, что больше жалеет тренерский состав, который меня Сейчас выгнал. уже смотрят? Да. Сейчас смотрят передачу и думают, ах, вот она же ведь могла бы быть моей что-нибудь, воспитанницей. А вот есть тренер, да, вот сейчас мы можем это сказать прямо в эфире, человек, которому ты благодарна вот в своей карьере. Наверняка есть. Знаете, конкретно одному человеку я не могу быть благодарна в данном виде вообще в спорте, потому что на протяжении своей карьеры, да, и Всевышний, чтобы она еще у меня не закончилась, продолжалась, у меня было несколько тренеров, и это довольно именитые люди на территории Кыргызстана. Сейчас я больше благодарна, наверное, своим родным все-таки. Они играют большую роль в становлении, в развитии, в поддержке, потому что это люди, на которых наибольший груз валится, особенно когда ты получаешь травмы, разочарования, там не только победы на самом деле. Они радуются больше тебя, переживают больше тебя. Они, конечно, меньше тебя терпят, даже в том же ринге, но стараются поддержать. Ну, это да, замечательно. Я думаю, что Абдулгаджи тоже это подтвердит. И, наверное, действительно, не наверное, а вообще поддержка близкого не только в виде спорта, да и вообще по жизни она имеет большое значение. Я напоминаю нашим телезрителям, кто сегодня хочет забрать эти наши подарки, звоните по номеру 65 66 02. Выиграете протеиновый батончик. Вы сейчас слышали Абдулгаджи и Шахризу тоже. Так что это очень нужная вещь. Даже тем, кто не занимается спортом. Ну и в Инстаграм, в официальную страницу КТРК Спорт вы тоже можете присылать свои правильные ответы, начиная прямо сейчас. Призы вас ждут. Абдулгаджи, следующее видео мы пришли к тебе на тренировку, посмотрели вообще, как это все происходит. Жалко, что не успели Шахриза с тобой, но думаю, еще не все. Да, еще успеем. Следующее видео сейчас нам подготовят режиссеры, и мы посмотрим, как чемпион Кыргызстана Абдулгаджи занимается, как он вообще стал чемпионом, кто этому способствовал и самый главный вопрос, в каком зале это все происходит. Внимание на экран. Что я могу сказать по поводу своего ученика Абдулгаджи? Я хочу сказать, что он очень трудолюбивый, во-первых, это самое главное, такой целеустремленный парень, он часто выезжает на сборы. У нас он тренируется именно грэпплинг, именно чувство борьбы на полу, болевые, удушающие. Очень отзывчивый, добрый, всегда придет на помощь. Если попросить его, то он не откажет. Можно сказать, два разных человека в ринге, он дерется, это его как профессия, а в жизни он очень хороший друг, товарищ. Вот так. Сильнее его делает то, что он... Бывают такие парни, которые, когда проигрывают, они очень этого не любят. А он наоборот. Он, если проиграет, он наоборот рад, потому что он понимает, я вижу это, мы с ним об этом никогда не говорили, но я вижу это, что он сюда приходит только потому, что здесь есть сильнее него кто-то. Если вы тренируетесь с теми, кто сильнее вас, то вы растете. Ну, если про него говорить еще, то он очень целеустремленный и трудолюбивый. На тренировках он выкладывается на 100% и не жалеет себя, поэтому он достиг этих результатов. Как бы сейчас кроссфит стала прикладной дисциплиной для таких видов спорта, как
допустим, бои без правил для борцов, для дзюдоистов. То есть почему? Потому что здесь на этой дисциплине кроссфит они очень хорошо подтягивают свои функциональные выносливости, силовые выносливости. То есть это очень хорошая прикладная дисциплина для бойцов, ну, как я говорил, и борцов. Абдулгаджи Газиев неоднократно обращался к нам. Мы составляли ему индивидуальную программу, и он тренировался кроссфитом перед подготовкой к соревнованиям. И были очень хорошие результаты. И как вы видите, у него неоднократные победы, он неоднократный победитель. Я думаю, что это за счет того, что он очень хорошо подходит к тренировкам. Ну, как бы я думаю, что немаловажную роль сыграла именно в его победах это занятие кроссфитом. Минусы есть. Это недостаток времени. Он занят, он работает, он кормит свою семью. Он не все свое время уделяет спорту. Вот это есть. Если бы он больше вкладывал, мог бы достичь, конечно, намного выше результатов. Абдулгаджи Гадзиев. Так, наверное, говорят твое фамилия, имя, когда ты становишься победителем. Похоже было? Ну, примерно. У меня сейчас будет очень ряд серьезных вопросов, которые мы сейчас с тобой должны обсудить. Ну а пока у нас, кстати, есть победитель. Если есть возможность, уважаемые наши режиссеры, пожалуйста, покажите правильный ответ для тех, кто, возможно, еще не догадался, ведь у нас есть победитель. А вопрос был вот такой: кто это маленький мальчик? Правильно, это футболист Андрей Аршавин, бывший игрок сборной России. И этот приз, этот белковый протеин уходит в руки Исматилла Улу Бекназару. Бекназар молодец, давайте похлопаем Бекназару. Молодец, круто. Смотри нашу передачу. Звони к нам постоянно, потому что эти призы мы будем стараться как можно чаще разыгрывать. Ну и чуть позже мы с тобой обязательно свяжемся. Молодец. Ну, теперь немного серьезно. Я знаю, что ты выступаешь за дагестанский клуб. Горец, да, дагестанский клуб. Вот если честно, неужели такому спортсмену показательному, с такими данными, не нашлось в нашей стране спортивный клуб, который ты мог бы представлять? Спортивный клуб то есть у меня. Я сам выступал здесь, Горец тоже есть, тренер Ник Рамазанов, Рамазан. Просто перспективы там хорошие. Как все бойцы знают, не знали, знаете ли вы, что в Дагестане самые сильные бойцы, можно сказать, во всем мире. Мы наблюдаем Хабиба Нурмагомедова, Рашида, Аджимурада Антикова. Там много бойцов, которые UFC. UFC считается самой сильной организацией в мире в боях без правил. И насколько я сейчас вижу, там очень сильный рост бойцов идет. И я подписал контракт, я сам попросил контракт за этот клуб, потому что в будущем я вижу перспективу. Они могут что-то для меня найти в серьезных организациях, чтобы в будущем вырастить и хотя бы быть, как бы сказать, страховка. Никто не обещает, точно будет контракт с хорошей организацией. Это одна из моих надежд, можно сказать. То есть одна из самых главных задач — это найти достойного соперника, показательного, да? Об этом идет речь? Или речь также идет о финансах? Вот. Нет, в финансах. Финансах. Там больше платят, чем у нас. Вы уж поверьте, ни один не попадался со мной соперник, который я считаю легким, или он кто-то не мой уровень. Я всегда подхожу к сопернику очень сильно и очень профессионально. Хоть он год назад пришел в профессиональный бой, я всегда подхожу к нему очень подготовленно и во всех качествах стараюсь быть на голову выше него. И если смотреть будущее на серьезную организацию, там по-любому будут еще сильнее соперники. Лучше раз тренируешься, лучше тренируешься профессионально и как тренируются намного сильнее бойцы.
вот сейчас в интервью Муртазалиев, один из самых лучших тренеров на данный момент, сказал, что ты не можешь по каким-то причинам полностью посвящать себя спорту. Я вот сейчас услышал, ты еще чем-то занимаешься, кроме этого? Если не секрет, то можешь нам рассказать? Можно? Это связано просто с работой или... Нет, у меня работы такого нету. У меня просто... я вырос без отца, у меня семья, получается, на меня. Я кормлю, что я домой принесу, отдам этот. Я не могу посвящать. В данный момент, если честно говоря, у нас в Киргизии за бои, я за другие спорт не знаю, не платят. Платят, но это же не хватит для семьи. И надо работать одновременно дома, смотреть, что надо. И мне все бои, которые я провел, и все это даже не нужно. Если недовольна моя мама, мне это не нужно. Я стараюсь одновременно, чтобы и она довольна была. И когда, как бы сказать, делаешь капризы своих родителей, и они рады, они не смотрят то, что я в таком жестком спорте, я перехожу с травмами. Но бывает тяжко терпеть со слезами, но она смиряется с этим, она знает то, что уже оттуда у меня не вытащит, лучше утешить со временем. Бывало, что, допустим, мама вот пришла к тебе вечером и говорит, а может, хватит, сынок, может быть, надо чем-то другим заняться. Тебе же уже голову, там, я не знаю, то 2 раза уже сотрясение получало. Там, и даже самые, даже вот вы, чемпионы, наверняка получали какие-то серьезные травмы, да, в своей карьере. Были такие разговоры с матерью? Вы не поверите, каждый раз, когда я иду на тренировки, она просит меня бросить тренировки, сесть домой, быть рядом, жениться и, как бы сказать, создать семью. Вот так. Жить как простой человек. Но не знаю, не могу, что-то мотивирует и заставляет ходить вновь и вновь в зале. Как бы сказать, пройдено много дорог, и оборачиваться, когда оборачиваешься, смотришь на свою биографию, ты видишь столько тяжелого, столько крови, травмы, пот, столько всего пройдено, и смотришь вперед, осталось чуть-чуть, и не хочется бросать. Боишься того, что скажут, вот он ушел. Хочется, чтобы запомнили. Сколько лет ты уже в большом спорте? Именно с того момента, давай посчитаем, как ты выступаешь в качестве профессионала. Я начал с вольной борьбы. Уже выступать на международных соревнованиях или это просто была, так скажем, подготовка к более серьезным? Нет, я вообще не думал в бои перейти. Я начал в бои выступать в 2013 году. Получается, где-то 5 лет. 5 лет. В общем... И можно сказать, 1 год из них ушло на травмы, на всякие травмы. Бывали травмы, которые полгода лечил. Полгода сидел дома, не мог тренироваться. Вот сейчас, месяц назад, прошел чемпионат мира в Казахстане по боям без правил, и где я стал 2-м серебряным чемпионом. В финале я встретился с казахом, если говорить насчет травм. И я казаха выигрывал явно, броски делал, чем предыдущих бойцов, которые до выхода в финала, чем их я лучше выигрывал. И в итоге, когда я в 2-м раунде прошел в ноги, ему было неудобно бить сбоку, потому что удар у него не получился. Он взял со всей размаху, в затылок ударил, 2-3 удара. И в этот момент уже у меня в глазах мутно стало, и не мог уже силы, уже руки поднять. Я еле-еле вытерпел этот раунд. Было по правилу 2 раунда там, по 5 минут 2 раунда. Они дают, я явно выиграл, он ничего не сделал такого. За эти затылок удары, запрещенные удары, они дают экстра раунд. Мои тренера сняли меня за недовольство решением судьями. И я сам, честно говоря, не был в силе продолжить этот бой. Он нанес такие жесткие удары в затылок. После него я до сих пор лечение делаю месяц уже. А по правилам должны были его дисквалифицировать, да? Я так было понимаю. 2 предупреждения, 1 желтая карточка за то, что я когда проходил, поднимал, он держал сетку, шорты держал, ему сделали минус балл,
Если это третье предупреждение судья заметил бы, а рефер точнее заметил бы, и рефер был ихний казахский, по правилу его уже должны были выгнать. А если он сделал вид, что мои тренера кричат, и он затылок бьет, ты куда смотришь? А он сделал вид, что не видит, и в этот момент не смог продолжить. Очень серьезные моменты, интересные в карьере наших спортсменов. И если вы хотите спросить о чем-либо, пожалуйста, не стесняемся. 65 66 02, номер телефона нашей студии. Любой вопрос, пожалуйста, у вас есть возможность. Наши гости еще пока с нами на передаче «Арена». Так, Шахриза, можно будет, пожалуйста, подойти поближе и взглянуть на этот красивый пояс. Давайте я прям похвастаюсь, покажу, словно это я заработал. О, тяжелая. Так, ну... Тяжелее было его зарабатывать, да, на самом вот деле. килограмм, наверное, я не знаю, ну 6, наверное, 7, да, точно, наверное, весит. Честно, я в другом эквиваленте обычно взвешиваю. Ну да, так, Pro-Am чемпион. Так, ну-ка нам расскажи, где ты это заработала, за что тебе подарили, так скажем, этот приз, этот пояс. На самом деле. Этот пояс я выиграла в минувшем году, 2017. Это звание чемпионки мира по тайскому боксу среди полупрофессионалов, поэтому Pro-Am на родине тайского бокса в Таиланде, в городе Бангкок, на их национальном стадионе. Тайский бокс вообще это вид спорта, который культивировался годами, столетиями даже, я так думаю. Вот. И в минувшем году я стала чемпионкой мира в 3-й раз в новой организации WMO. Почему говорю новой? Новой для себя. Я сейчас являюсь официально амбассадором данной федерации, то есть представителем непосредственно в Кыргызстане, потому как я являюсь первым чемпионом мира из Кыргызстана. Но там, конечно, был ряд нюансов, из-за которых я вынуждена была выступать за Россию, потому как наша федерация не допустила меня к выступлению. Я была вынуждена выступать за Россию, но под кыргызским флагом, потому что сборная России непосредственно с главой федерации прониклись ко мне определенным уважением, так как знали меня как спортсмена международного уровня, и позволили мне выступать. И также позволили мне выступать под своим флагом, потому как я являюсь патриотом. Вот. Не в обиду будет сказано, ну, как-то так. Ну, сейчас, в принципе, это нормально, когда в современном виде спорта это касается не только бойцов, да, это касается и футболистов. Да. Представляю бойцовский клуб, но представляю страну Киргизию. Да, то есть клуб можно представлять какой угодно. Тяжело бросить страну, я думаю, что, где ты вырос. Я думаю, что наши все равно и граждане стараются, наверное, относиться к этому с большим пониманием, но или бывает все-таки какая-то ревность присутствует? Знаете, отчасти да, я думаю, что на самом деле присутствуют такие ревностные взаимоотношения, но на тот момент мне было непонятно, как бы, почему мне не дают выступать за мою страну, а я вынуждена выступать за другую страну. Конечно, поступают там предложения о том, чтобы выступать за другую страну, поднимать другой флаг и так далее. И Абдулгаджи сказал действительно очень правильные, очень сильные вещи, которые, я думаю, поймет только спортсмен, по поводу того, что ты ищешь перспективу для себя, потому что, да, ты поднимаешь флаг страны, ты слезно прикладываешь руку к груди, когда играет гимн и так далее, но когда ты возвращаешься на родину, это все остается без особого внимания, и порой даже люди, не знающие, что такое труд, такой титанический труд, вот эти сквозь боль, сквозь пот и слезы, они, ну, пусть это переносно будет говоря, позволяют себе в определенных ситуациях вытирать об тебя ноги, об твое имя, которое ты зарабатываешь на протяжении определенного времени, и которое тебе придает сил нести этот флаг, это знамя и петь гимн. А вот что государство должно сделать для спортсмена? Давайте тогда другой вопрос. Вот я, государство, на пару минут. Что я должен сделать для спортсменов, чтобы они приехали с этими чемпионскими поясами и почувствовали себя удовлетворенными? Знаете, мы как, наверное, как дети нашей страны, как и дети в любой другой семье. Когда ты сделаешь какое-то хорошее дело, тебе очень хочется, чтобы тебя похвалили. Как минимум погладили по голове и сказали, ну какой же ты молодец. Хочется хотя бы такого же отношения, потому что ты, мало того, что ты там едешь за свой счет,
Это одна из проблем. Либо клянчишь у кого-то денежку, говоришь, ну слушай, ну пожалуйста, ну мне так надо ехать на этот чемпионат мира, там, либо на какой-то любой другой международный турнир. То есть, ну, какие-то все равно нюансы есть. Ты приезжаешь сюда, и тебе никто даже не скажет «молодец». А еще, не дай бог, ты будешь выступать на каких-то местных соревнованиях, и, возможно, будет какая-то щекотливая ситуация, тебе выставят еще и крайним. То есть будет больше желающих как раз-таки твоего падения, нежели взлета. Шахриза, вот конкретный вопрос. Это пояс чемпионки мира. Вот как раз таки, когда вы стали уже трехкратной обладательницей этого пояса, ты приехала уже в город, в Бишкек, в Кыргызстан. И что государство за это тебе сделало? Хорошо, вот такой конкретный вопрос. Ничего. Вообще ничего? Вообще ничего. Я уже порядка 13 лет занимаюсь контактными видами спорта непосредственно. И я не знаю, честно говоря, что такое стипендия. Я знаю только о таком слове, и не знаю, что это такое. А о том, чтобы там было какое-то вознаграждение и так далее. Ну, вот. Ясно. Так, ну к этому еще мы вернемся. Так, Абдулгаджи. Тяжелая, по-моему, еще тяжелее. За что тебе, так скажем, подарили этот чемпионский пояс? Где проходили соревнования, помнишь? В Москве было, в России, в Москве. В Москве? Да. Можно сказать, не знаю. Кому-то надавал по башке, о, все, чемпион. Выпустили двоих бойцов, сильнейший выиграл. И все было как обычно, но вдруг дали этот пояс. Абдулгаджи, у меня, кстати, забыл тебе задать еще в начале нашего эфира, а ты в КТРК, по-моему, уже свой, не по-моему, а да. Ты уже можешь даже стать вместо меня и вести передачу. Приглашаем тебя с большим удовольствием, вот, по-моему, уже раз пятый, но пятый раз ты все время спрашиваешь адрес КТРК. Это связано с профессиональными какими-то ущербами по голове, просто я знаю не понаслышке, что, к примеру, боксеры, они могут что-то забыть, могут ехать, допустим, на машине, поворотник включили влево, сами поехали вправо, да, вот профессиональная такая привычка. Вот тоже это было связано с какими-то такими вещами? Нет. Просто мне интересно, честно. Нет, просто меня каждый раз друзья довозят. Я не в городе живу, я за городом живу, и каждый раз я особо внимания на это. Я и в городе не очень разбираюсь здесь. Я знаю улицы на тренировке, как надо ехать, и домой. У меня нету левых движений. Ясно. Отлично, отлично. Я возвращаю этот чемпионский пояс, который Абдулгаджи привез в Кыргызстан из Москвы, одолев двух очень серьезных соперников. Ну и я знаю, что очень много ходит на данный момент разговоров об Муртазалиеве. Многие спортсмены сейчас дают, так скажем, большую хвалу в его адрес, и ты сам неоднократно отмечал, что вот, тренирует человек, он, так скажем, повлиял именно как главный твой тренер, учитывая то, что ты еще занимаешься кроссфитом. Можно уточнить вопрос? Ну, я имею в виду, он единственный твой тренер, который готовит тебя к боям? Нет, у меня тренеров очень много. Муртазалиев Абдурахман, Муртуз, вот кроссфит тренер Шах, тренер по кикбоксингу Маралбек Агай, фамилию не знаю, я ему очень благодарен. И, конечно же, Ник Рамазанов, который помогает в смешанном качестве подтягивать мои недостатки. И эти тренера здесь, которые, а тренера в Дагестане, их там человек 8-9 общих, не всех не перечислить. Каждый из них вкладывает в тебя что-то свое. Да, да. Потому что вот мы сейчас видели на ролике с твоим участием, где тренер по кроссфиту говорил, что ты обращался. То есть кроссфит, пусть это и, так скажем, не контактный вид единоборства, да, больше, так скажем, работа на выносливость. Сейчас это уже тоже, так скажем, стало популярно среди бойцов. Да. Благодаря кроссфиту я подтягиваю функциональным, физическим, выносливым во всех планах. Меня считают одним из самых выносливых бойцов.
Я когда уволю сопернику, я начинаю играться туда-сюда, забегать ему. Они пока защищаются, они уже на первый раунд вздыхают. И благодаря этому кроссфиту, если я не делал бы кроссфит, я эти забегания, вот это, я сам устал бы от этого. Благодаря кроссфиту у меня намного растет выносливость, функционалка. Я советую всем ходить в этот зал, который топ-10 кроссфит. И как бы сказать, вы сами почувствуете. Мои слова это вы услышите и можете отвернуться. Человек, когда сам попробует, он тогда сам чувствует и может сам подсказать другому и сказать, что я на себе это испытал. Я лишь могу посоветовать этот зал, там могут вами заняться индивидуально шах. Там есть такая программа индивидуальный кроссфит. И там самые хорошие тренажерные, это из Америки, они заказали, самые дорогие, самые хорошие. И я приглашаю всех, кто хочет. То есть кроссфит тоже немаловажно сыграл в твоей профессиональной карьере и Конечно. Играет. Конечно, 50% моей подготовки благодаря 50%. кроссфиту. Да. Хотя есть, наверное, все же профессионалы, которые выступают на таком же уровне, но при этом, может быть, где-то пренебрегают этим видом спорта, да? Кроссфиту? Такое тоже может быть. Кроссфиту, ну, пока не может быть, есть, всякое может, но, по крайней мере, я не видел такого человека, который не занимается кроссфитом, выходит, надеясь на свое это. Это кроссфит очень сильно помогает. А вот выходя с соперником, вот ты с ним дерешься, ты уже подуставший, и бывает, что ты чувствуешь, что он тоже кроссфитом занимался? Или как-то, брат, ты тоже кроссфитом занимался? И дальше идешь с ним. Ну, по крайней мере, бывает. Но когда устал, но я вижу, что и он устал. Что Оба не занимались кроссфитом, да? Нет, кроссфит, когда соперник хороший, и он тоже готовит, он тоже делал кроссфит, и я рассчитываю дыхалку на каждую минуту, на каждую секунду. У меня есть расчет, на какое время он должен устать. Когда я даю темп, я за 1 минуту уже понимаю, насколько у него дыхалка хватит, и еще сколько мне нужно гонять темп, чтобы он выдохся. Даже хороший подготовленный боец, если он в психологическом плане, если умственно он не соберется во время боя, он потеряет свою дыхалку за 5 минут. Остальные 2 раунда, если он отдаст, все, он уже проиграл. Он может или нокаут уйти, или он может досрочно, или по судейским решениям, всякое. Шахриза, ты у нас еще занимаешься, кроме этого, кикбоксингом, обычным, да, так скажем. Ну, назовем это сейчас пока, да. Да, кикбоксингом, рукопашным боем, боксом, да еще и пауэрлифтингом. Как ты умудряешься успевать и в соревнованиях тоже, наверное, участвуешь по этим видам спорта? Я являюсь двукратной обладательницей Кубка мира по кикбоксингу К1 Diamond. Также являюсь чемпионкой Азии по кикбоксингу К1. По рукопашному бою я являюсь призером чемпионата мира. По боксу пока являюсь участницей чемпионата Азии, являюсь неоднократной чемпионкой республики по боксу и планирую дальнейшие свои выступления еще по боксу. По пауэрлифтингу являюсь чемпионкой республики. Ну и дальше больше. Шахриза, я извиняюсь. К нам сейчас поступил звонок. Вопрос, естественно, к вам. Сейчас мы узнаем. Уважаемые наши режиссеры, пожалуйста, подключите, помогите нам услышать вопрос нашего гостя. Что вам больше всего запомнилось? Так, здравствуйте для начала. А кому адресуется ваш вопрос? Кому из наших гостей? Шахризе или Абдулгаджи? Абдулгаджи Гаджиев. Так, слушаем. Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос. Абдулгаджи, слушаем. С какими трудностями вам пришлось столкнуться на соревнованиях? Ну, возможно, присоединилась к нам сейчас и не услышала то, что ты говорил. Пожалуйста, с какими трудностями ты сталкивался? Ну, наверное, в 2 словах можно ответить. Трудности, честно говоря, на каждых соревнованиях бывает. Многие бойцы говорят, что я не волнуюсь, я собрался, у меня нет никакого... Я просто хотел бы посмотреть на этого человека в лицо, который не волнуется, нет страха в каком плане проиграть. Каждый боец, который он добивается в жизни чего-то, он всегда волнуется, прежде чем выйти на соревнования. Что касается абонента, который спросил, что самое главное запомнилось, ну,
Я думаю, московский, где в Москве выиграл бой, это было очень приятно, когда идешь домой в свою страну, в Киргизию с поясом, знаешь, что тебя будут встречать, хвалить, только хвалить, ничего лишнего. Вот такие... Деньги не будут давать. Ясно, ясно. Ну, в общем, наши слушатели, которые задали этот вопрос, услышали. Так, вопрос задают в Инстаграм, в социальных сетях, задают Шахризе. А вы замужем? Нет, я не замужем. Ладно, шучу, это я задал. Просто хотел спросить. Не замужем. Да, как так? Ну, это опять, наверное, спортивный плотный график? Ну, думаю, да. Возможно, из-за этого. Также различные факторы, я думаю, здесь. Спортивная карьера, недостаток времени на то, чтобы банально завести какие-то взаимоотношения. Слушай, стандартный случай. Мы знаем, что у нас по Кыргызстану очень много мужчин таких вот разных. И смотри, ты идешь там, да, где-то, ну, идешь на тренировку, там, пусть без сумки, да, идешь такая вся миниатюрная, и там раз такой, и там мэн появляется, познакомимся. Ну, бывали, наверное, такие случаи. Что это обычно в такие моменты? Ну, вообще я стараюсь Хук справа и... Нет, я стараюсь быть максимально дипломатичной, то есть, ну, как бы... Не трогайте меня, я... Нет, обычно я не смотрю, иду вот так вот прямо по назначению, прямо домой, либо прямо на тренировку, прямо на работу и так далее. Вот. Но у нас, конечно, бывают различные экземпляры, там, начиная от того, что девушка и так далее, заканчивая тем, что, посмотри, я ее знаю, она там еще может. Все, не надо к ней подходить. Бывало, что ты, ну, понятно, что ты можешь побить мужчину, там, не спортсмена, да, так скажем, может, и даже некоторых спортсменов, а бывало, что ты реально могла кого-то побить? Или бывало ли в твоей жизни... Я знаю, что спортсмены, они между собой дружат, часто, я имею в виду, очень близко. У тебя были отношения именно с кикбоксерами, может, или там, я не знаю, ну с дзюдоистом, ну просто со спортсменом, так скажем. Какой вопрос? Пикантный. Да, очень. Ну, как бы вам так ответить дипломатично? Как есть, отвечайте. Ну, я думаю, что это происходит в силу того, что... Так, значит, все-таки был. Нет, я сейчас вам говорю, почему это происходит у спортсменов. Потому что, ну, проводишь много времени, потому что, в принципе, цели одни и те же, тренировки одни и те же, как бы в целом, наверное, все взаимосвязано целями и времяпровождением, может быть, в силу этого. Какое-то определенное время я, конечно, смотрела на спортсменов, в смысле, они там попадали под мой вкус, но на данный момент, да. На данный момент я думаю, что я ценю немножко другие качества. Конечно, спортсмен ты или нет, это немаловажный показатель, потому что это, опять-таки, то есть физически подготовлен человек, раз, морально подготовлен, два, характер, морально-волевые качества там, и так далее, это все присутствует. А если это, допустим, мужчина, который, так скажем, ничего не поднимал в своей жизни тяжелее, чем микрофон, допустим. Ну, у таких вообще нет шансов? Я же не зря занималась пауэрлифтингом. Это силовое троеборье, жим, присед, становое, там, где нужно много поднять. Вот. Но как бы желательно, чтобы мужчина был мужчиной. Потому что, опять-таки, наш менталитет, мусульманская страна, пусть даже не официально мусульманская, мужчина должен быть мужчиной. Ну, там, где не может физически, мы поможем, мы накачаем. Главное, чтобы он здесь и здесь был мужчиной. Ну, это действительно самые нужные вещи. Но Абдулгаджи, мы знаем, как ты сам сказал, не женат. Почему такой видный спортсмен, симпатичный мужчина? И никто не завоевал твое сердце? Или бывает, вот ты идешь такой, вау, парень, дай номерок. Такого не было? Я имею в виду девушки, не мужчин. Я надеюсь, такое. Навряд ли я таким людям отдам номер. А девушки, ну, естественно, были в твоей жизни, но так, чтобы вот показать, привести домой, сказать, вот мама, вот я наконец-то женюсь. Не было. Буду бить только одного человека теперь. Шучу, конечно. Ну, не было человека, который, с кем можно было бы, так скажем, свести свою жизнь, да, пока? Не было. Ну, у меня в данный момент, как бы сказать, на будущее надо смотреть, как сейчас в данный момент ничего нет. У всех, посмотрим. У действующих спортсменов, я вот насколько смотрю, действительно это
кроме всех вот этих вот мелких моментов, которые мы с вами обсудили, пусть это будет и питание, тренировки, это действительно все очень тяжело и, наверное, в той или иной степени очень сложно. Нам, разгильдяям, сложно найти себе пару, а тут еще и профессиональным спортсменам. Так, ну и мы обсуждали этот момент, нам позвонили, не успел задать тебе один вопрос, можно вот быстренько на него ответить. Сейчас ты выступаешь и за российский флаг? Нет, на данный момент и планирую далее выступать за Кыргызстан. Планирую немного переквалифицироваться в один из видов спорта, то есть, ну, просто углубиться в один из них. Вот, планируется очень... я думаю, важные старты, и не только для меня, но в том числе для нашей страны. И даст мне Всевышний сил, терпения моему тренерскому составу, моим родным, чтобы у меня все с этим получилось. Вот. Но, как бы, конечно, присутствуют различного рода предложения. И, честно, они очень заманчивы. Особенно тем, что это как тот самый змей-искуситель, который говорит: а давай к нам, мы тебе денег заплатим, мы тебя одевать, обувать будем, спортивное питание, не проблем, и так далее и тому подобное. Но, не знаю, какие-то определенные качества не дают пока склониться. Может быть, не было таких выгодных предложений еще, как у Абдул-Гаджи, но даст Аллах, конечно. Впереди, Абдул-Гаджи тоже у нас буквально вот остается около 2 минут. Впереди какие вот серьезные соревнования ждут? У тебя какие соревнования впереди? У меня посмотрим. Сейчас я собираюсь поехать в Дагестан, там тренироваться и подключать менеджеров с Дагестана, просить, чтобы находили мне бои в Fight Night, в М1, если получится в ICB. Но представлять, многие, я когда рассказывал, что у меня есть контракт, я забыл упомянуть то, что я представляю страну Киргизию. У меня даже нет интереса, мне хоть предлагали, есть друзья, которые могут сделать гражданство российскую, но у меня нет интереса выступать за Россию, у них своих бойцов хватает. Я хочу поднимать флаг Киргизстана. Это потом со временем будет больше благодарности, чем за Россию, я думаю. Ну, а у тебя какие планы? Ну, честно говоря, мне пока не хотелось бы их раскрывать. Пусть это останется секретом. Да. Будет повод пригласить планируем еще раз. пока только пахать и дальше больше совершенствоваться, и даст Всевышний, что без травм это все пройдет. Ну, мы в жизненных ваших планах, в спортивных, будем желать вам удачи, держать за вас кулаки, переживать. И даже если мы будем комментировать ваши бои, дай Всевышний, мы будем стараться все равно немного болеть за вас, несмотря на то, что комментаторы должны придерживаться нейтралитета. Ну и, Абдул-Гаджи, нашим телезрителям, своим родным, близким, можешь быстренько передать привет, пока есть возможность. Что я могу сказать? Спасибо моим родным, то, что терпите меня, и мои, можно сказать, капризы, мои мечты, и всему Киргизстану благодарность, то, что, как бы сказать, не комментируйте мои победы как недовольство. Я всегда стараюсь и старался поднимать флаг Киргизстана и показывать хороший результат не внутри Киргизстана, а за рубежом. Там будет лучший шанс показать себя. Я постараюсь показать. Еще раз хочу подчеркнуть, что будем желать удачи и на международных соревнованиях. Шахриза, можешь номер телефона свой там сказать, пусть запишет. Ну, я думаю, тому, кому он будет нужен, он каким-нибудь образом его найдет. Да. О, чувствую себя, знаете, свахой. Я сейчас буду красной, не отвлекайте. В общем, хотелось бы передать привет, ассаламу алейкум, всем моим родным и близким, в особенности своим родителям, непосредственно своим родственникам, своему тренерскому составу, своему тренеру по боксу, по кикбоксингу в том числе, и сказать всем спасибо. Спасибо всем тем, кто за нас болеет, и даже спасибо всем тем, кто к нам негативно относится. Потому что негатив — это тоже отчасти мотивация. И
хотелось бы, конечно, побольше немножко поддержки. И очень приятно, когда она вот выливается в такого рода мероприятия. Всем большое спасибо, родным привет. Шахриза Халилова, трехкратная чемпионка мира по кикбоксингу, и Абдулгаджи Гадзиев. У нас сегодня в гостях были чемпион Кыргызстана по боям без правил и мастер по ММА. Подписывайтесь на официальный канал в Instagram КТРК Спорт. С вами был я, Алмаз Раимжанов. Вам большое спасибо за ваше присутствие. Я думаю, что всем все понравилось. Вам, дорогие телезрители, всем приятного отдыха, хорошего настроения. До новых встреч.